По улучшению мобилизационной подготовки. Как повысить боеспособность абхазской армии, сделать прохождение военной службы престижной. Об этом пойдет речь в интервью с Ильей Гамисони, советником министра обороны Абхазии. Илья Шалович сегодня у нас в студии. Я приветствую вас. Добрый день. Илья Шалович, наверное, начнем с мобилизационных учений. Как они проходят, как вы оцениваете их? Сегодня Министерство обороны проводит плановые мобилизационные учения с резервистами. Они проходят в соответствии с планом, проходят очень активно при полной поддержке резервистов. Должен отметить, что с каждым годом активность резервистов, она демонстрируется наилучшим образом. И сами учения всегда привлекательны для нашей молодежи. Мы обеспечиваем проведение этих учений на соответствующем уровне, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. Но итогами прошедших учений, которые, кстати, еще не закончились, они продолжаются с направлением «Восток», и итоги прошедшего этапа оцениваются положительно. Илья Шалович, сейчас многие говорят о том, как повысить престиж вообще абхазской армии. Видим, что уклонистов и каждый год их много, тех, кто пытается откосить от армии, кто по объективным причинам, по состоянию здоровья, их тоже немало. И есть те, кто всяческими способами пытаются уйти от военной службы. Что с этим делать? Как вы вообще эту проблему для начала оцениваете? Как таковой большой проблемы нет. Престиж военной службы, он существует, как существовал всегда. И наша абхазская молодежь в большинстве своем с удовольствием, с уважением служит в вооруженных силах. Но, к сожалению, происходят некоторые процессы, когда мы не можем обеспечить полностью тот мобилизационный ресурс, призывной ресурс, который должен быть по плану. В основном это происходит по болезни наших призывников. Это одна из проблем. Это проблема не Министерства обороны, это проблема, наверное, более широкая. Кроме того, достаточно много льгот присутствует у нас в законе о воинской обязанности, которые позволяют в процессе учебы, в процессе еще каких-то жизненных передряг получать отсрочку. Время уходит, и граждане остаются без военного билета, остаются без службы в армии, которое впоследствии, Министерством обороны было принято решение, что с такими гражданами мы тоже проводим сборы. Кстати, приходят они с удовольствием на проведение этих сборов. 10-дневные сборы по подготовке на какую-то специальность, после чего их ставят на учет в резерве, и мы уже располагаем ими как гражданами, пригодными для службы в резерве. Илья Шалович, я в обществе часто слышу о том, что война 30 лет прошло, но для многих это было недавно. И многие говорят, да, мы не хотим, может быть, идти в армию, но защищать родину, естественно, будем при необходимости. И мне не нужно идти в армию, чтобы научиться держать оружие. Такое мнение часто озвучивают молодые люди, чтобы пользоваться автоматом или пистолетом, мне не нужно идти в армию. К сожалению, это обманчивое мнение. Потому что умение обращаться с ружьем, с пистолетом или с автоматом – это далеко не все. Военная наука, она такая же сложная, как и наука любая. И пройти ее ступеньки необходимо для того, чтобы защитить себя и уметь защитить потом свою родину. Обучение в армии дает огромный, колоссальный плюс любому молодому человеку, который считает, что он уже что-то знает. Первое, что надо принять в армии – это уметь подчиняться приказам и уметь отдавать приказы. Без дисциплины не бывает армии, а, к сожалению, те молодые люди, которые говорят, что когда надо, я приду и что-то я там сделаю, они далеки от вопросов дисциплины, к великому сожалению, и я не думаю, что они смогли бы принести большую пользу нашим вооруженным силам. Что касается, престижности, еще раз хочу вернуться к этому вопросу. Один из факторов, который сегодня позволяет некоторым молодым людям уклоняться от армии, это отсутствие закона о госслужбе как такового. В законах о госслужбе должно быть четко прописано, что гражданин, не отслуживший в вооруженных силах, не отдавший долг своей родине в вооруженных силах, не имеет права занимать должности на государственной службе. Это прописано в законах других государств, это прописано в проекте нашего закона, который уже 10 лет является проектом и не более того. Я думаю, что принятие этого закона, наверное, бы стимулировало многих молодых людей, которые сегодня находятся на ответственных должностях, но даже не знают, что такое служба в армии. Служба в армии – это и закалка, служба в армии – это и наука, служба в армии – это мужское занятие для настоящих мужчин.
Вот. Мы в свое время, значит, людей, которые не служили в армии, к ним относились очень настороженно. Я имею в виду советское время, время назначения на какие-то должности и так далее. Я думаю, что когда этот процесс у нас в Абхазии вот будет нормально налажен, снимется еще одна такая вот маленькая проблема. А идет ли в этом в проекте закона речь о том, чтобы вот по медицинским показаниям не может проходить военную службу? Тогда он лишен возможности работать на госслужбе? Ну, знаете как, это же все индивидуально. Потом должен быть закон, я так думаю, об альтернативной службе, которая есть. Есть такая практика в других государствах. В рамках этого закона можно предусмотреть тех, которые не отслужили по той или иной причине, но отдали свой долг на другом поприще, не военном, а на каких-то работах. Это все вполне возможно. Сейчас же тоже есть определенные ограничения. Без военного билета, без прохождения военной службы ты не можешь устроиться работать в силовые органы, какие-то структуры, там, в таможенный комитет. Да, может конечно. Устроиться. Что касается силовых структур, это есть. Такое положение есть, и оно работает, потому что руководители этих структур заинтересованы в том, чтобы там были подготовленные люди. Но это, конечно, недостаточно. Я думаю, закон о госслужбе, он многие вопросы закроет. И, я так понимаю, парламент хочет его принять. Все будет в свое время. Илья Шалвович, вы сказали, что слишком много льгот, в том числе и для тех, кто учится. Вот, например, есть же такая практика прохождения военной службы во время учебы, как военная кафедра. Вот такой практики почему у нас нет? Ну, это вопрос специфический, связанный с подготовкой, связанный вообще с возможностями. Где проводить? У нас кафедра военная была только в Абхазском государственном университете. В других вузах, значит, ее, что у нас СОИ и другие учебные заведения. В основном наши граждане учатся в Российской Федерации. Вот. А там не во всех вузах тоже присутствует военная кафедра. Поэтому вопрос военной кафедры – это не решение проблемы. Это не решение проблемы, хотя в какой-то степени в свое время военная кафедра Абхазского государственного университета дала нашей армии много достойных офицеров, которые служат и сегодня. Вот достойно служат и достигли высоких званий и должностей. А вам не кажется, что, с одной стороны, это вот на законодательном уровне, да, нужны какие-то инициативы, но идеологическая работа немножко хромает? Вам не кажется, патриотическое воспитание, подготовка молодежи вы знаете, на уровне школьников даже? В рамках Министерства обороны проводится очень много мероприятий по популяризации службы в армии. Совместно со школами проводим мероприятия по ознакомлению молодых людей, школьников, старшеклассников с различными аспектами военной службы на базе одной или другой воинской части. Проводятся сборы, проводятся показательные занятия для школьников. Вот даже сейчас, во время проведения наших учений, школьники одной из ачимчирских школ присутствовали, прошли по всем учебным местам, с удовольствием знакомились со всеми процессами, которые происходят в армии. Министерство обороны проводит эту работу. Во всех военных классах, в школах нашего Министерства образования преподавателями являются офицеры Министерства обороны. И это тоже достаточно большой показатель. Поэтому, что касается общей идеологии службы в армии, наверное, здесь нужны какие-то еще дополнительные меры. Это не только проблемы Министерства обороны. Это проблемы общества, это проблемы всех ведомств, служб и так далее, и так далее. Министерство обороны свою часть работы старается выполнять, но нужна комплексная работа всех заинтересованных сторон. А вот начальная военная подготовка в школах же тоже этот предмет был. В некоторых есть, нет. Вот я сейчас боюсь ошибиться, но насколько вот этот предмет важен для подготовки детей уже на таком этапе школьного образования? Очень важен. Я вот начал об этом говорить, может быть, недостаточно четко выразился. НВП преподают во всех школах. И практически во всех школах преподают его наши офицеры Министерства обороны. Поэтому и уровень проведения этих занятий, и то, что они есть, они дают определенный большой эффект. Это хотя бы начало понимания, что такое военная служба. Кстати, девочки с большим интересом занимаются тоже наряду с нашими мальчиками. То есть эта работа ведется. Возможно, надо усиливать материальную базу проведения этих работ. Надо, может быть, проводить более чаще встречи учеников с представителями Министерства обороны, с представителями других структур, идеологических структур. Это, наверное, все пойдет на пользу. Я иногда слышу вопросы от граждан. Кто-то интересуется, вот израильскую армию в пример ставят, говорят, почему
раз мы такая небольшая страна, угроза войны, соседняя Грузия, которая не подписывает с нами мирный договор, может быть, и женщинам стоит служить в армии? Вот на это как бы вы ответили? Вопрос интересный. Я должен сказать, что женщины служат у нас в армии на офицерских должностях, значит, в структурах связи, в штабах, значит, в медицинских структурах. Но если речь пойдет, речь повести о срочной службе женщин и девушек, наверное, это вопрос более сложный. И если этот вопрос сами женщины изъявят желание, выйдут с таким предложением в парламент, такое решение будет принято. Я думаю, что наши амазонки будут ничем не хуже израильских. То есть вполне реально в нынешних условиях. А вот если говорить об основной массе, да, тех, кто должен отслужить, вот где мы теряем, где этих молодых людей, на каком этапе мы их теряем? Те, кто там по состоянию здоровья не может служить, те, кто там хочет откосить. Вот на каком этапе происходит вот этот перелом, когда все, не хочу в армию, не буду, или по другому пути уходят эти молодые люди? Кто-то... Вы знаете, в основном по состоянию здоровья. Это такой вот больной показатель. Вот, и потом в процессе учебы вот эта система бакалавриат, магистратура и так далее, она продлевает сроки учебы, этот период затягивается, а потом проходит срок службы в армии. Что касается семейного положения и так далее. Но в целом, чтобы были массовые случаи избегания службы в армии, мы бы об этом не говорили. Есть недоработки, над этим надо работать, нужно больше идеологической работы в обществе в целом. И тогда все будет нормально. А с больными, да, с молодыми людьми, у которых заболевания, которые из-за этого не могут служить в армии, что с этим делать? Что происходит вот в школьном, да, возрасте? У кого-то, может быть, из-за физических нагрузок, это из-за того, что просто мало внимания уделяет какой-то физической активности, да, проблемы со здоровьем возникают. Я вижу, как родители к предмету физкультура вообще относятся в школе. Это даже не второсортный, не второстепенный предмет. Вот как вы к этому относитесь? Что с этой проблемой делать? К сожалению, вы правы. Физическому воспитанию, наверное, мы уделяем мало внимания. Сегодня дети 21 века больше увлекаются компьютером, компьютерными играми и так далее. А вот вопросы физической подготовки себя к каким-то трудностям, наверное, этому уделяется мало внимания. Я думаю, что это вопросы, опять же, и Министерства здравоохранения, и структур здравоохранения, и общества в целом, и Министерства образования, и наша общая проблема. Мы должны воспитывать здоровую молодежь, мы должны быть здоровой нацией. И для этого, значит, должны быть и соответствующие программы, и соответствующие тренинги, и требования, и так далее. Просто стыдно сегодня, чтобы молодой абхазец по состоянию здоровья оказался негодным к службе в армии. Я не знаю, как этот молодой бы человек это воспринимает, но я думаю, что обществу должно быть стыдно за это. За то, что у нас, вот, к сожалению, больные молодые люди. Это хорошие молодые люди, которые готовы выполнять свой долг. Но вот так получилось. Нам всем надо озаботиться этой темой, растить здоровую нацию. Это очень важно для нашего будущего и для всего. Абхазия, которая славилась долгожителями своими. И вот сейчас мы с вами говорим о вот такой проблеме, как болезни молодых людей, которые не могут потом служить в армии. То есть, мне кажется, все-таки более жестко нужно уже в таком раннем возрасте, в школьном, дошкольном возрасте, и вот плюс и вопросы патриотического воспитания, это все должно быть в комплексе идти, чтобы мы не говорили о том, что призыв, есть проблемы с призывом вообще в целом. Проблемы с призывом связаны именно с этими факторами, о чем мы говорим. Вот. В целом, значит, военные комиссариаты работают на должном уровне, соответствующие структуры работают. По указанию главнокомандующего, вот последнее время очень четко обращается внимание на взаимодействие военных комиссариатов с местными органами власти. Илья Шалвович, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию, поговорили, ответили на наши вопросы. А нашим слушателям напомню о том, как повышать боеспособность абхазской армии, сделать прохождение военной службы престижной. Мы говорили с Ильей Гамисони, советником министра обороны Абхазии. Такие